Всем привет, друзья! Второй день сенокоса начинается. Вчера посидели где-то до часу, наверное, немного отдохнули и вперед по полной. Сегодня у нас фронт работы значительный. Наш водопад знаменитый. Сегодня наш фронт работы значительно меньше, чем вчера. Ну и народу сегодня поменьше. Вчера было сколько? 10 человек, да? А сегодня у нас двое на квадрике уехали. И нас раз, два, три, четыре. 6 человек. Почти двое меньше. Так что немного поработаем. И как вчера, немного отдохнем. Или сегодня много отдыхать будем, а, Алексеевна? Мало. Мало? Ну тогда мало работать и будем. Сегодня в планах у нас купание между сеносгребом. Я взял с собой еще ведро, загляну в кустики, посмотрю, как там дела у нас обстоят с красной смородиной. Понравилась мне вчерашняя рыбалка, так что я взял еще и свой спиннинг. Правда, забыл снасти взять, там одна блесенка такая легонькая, но вчера же я на нее хлопнул. Так что сегодня обязательно на 2 минуты остановлюсь, потому что Белый сказал, мне очень понравился я. Поймай, хозяин, мне еще такую рыбку. Так что день обещает быть интересным, разнообразным. Ну и поехали вон вперед на луга, на Фокчинские просторы. Райская красота. Вот он, земной рай. Рай на земле-то где. Привет, челнокосчикам! Кто-то сено косит, кто-то сено возит. Все, у Алексея уже давно чамор. Он уже скоро последние, наверное, рейсы сделает. И уже будет полный чумор, когда уже все сено будет дома. Он уже все скосил, все сгреб, уже только возит потихоньку. А у нас еще нет. А мы вот так вот такой красотой любуемся. Где утка плавает? Прямо, видишь? Это не утка. Что это? Это коряга. Ну, ладно. Это лебедь. Лебедь. Вот эта коряга тоже там на острове. Ну, давай на дорогу смотри, это сейчас. Нормально. Вот такая вот у нас припечерская красота. Этот песчаный пляж обычно полностью бывает под водой, но в этом году у нас засуха. У нас Печора напрочь обмелела. Вот в этом месте можно ее просто перейти вброд. Ну, там немного, может, метра 30-40 проплыть. А есть места, где ее реально можно перейти вброд. Там на острове. На моторке уже задеваешь, потому что сейчас Печору не копают. Фарватер не углубляют. Судоходства у нас уже давно нет. И она вот так вот у нас обмелела полностью. Но красиво. Все равно красиво. Просто обалденно. Скошенный участок у Леньки. Тоже вчера, говорит, у них вот косилка сломалась, тоже не докосили. Вот с такими косилками у нас косим. Косят вот такими сгребалками сгребают. У кого есть лошади, у кого есть трактор на тракторе, у кого нет. Вот такими вот руками. И косим, и сгребаем, и стагуем, и кидаем. Ну сейчас, наверное, косить вручную уже мало кто, да, косит? Никто. Уже все, никто, все. Все перешли на трактор. Ну, мы уже подъезжаем. Вот и да, Вита. Все, он уже бригаду сними. Ладушки, ладушки. На работу только как на праздник.
ладушки, ладушки, скоро будем бабушки. Бабушкой не страшно стать, страшно дедушкой спать. Ну, стога какие красивые стоят. Тут все намного, смотри, в этом году, да? Вода большая была, затопляла, видать, травы много было. Ну, какие красивые. Это у Ленечка, да? Или у Ленечка копьешка, вон те. Ну, сколько сена здесь. Кто-то уже привез, вон пустые. Это у Горбатского, наверное, да? Ну здесь, да, вроде бы наши луга были. Нет, А, вот там. Копьешки еще свежие. Вот такой у нас на сегодня фронт работы. Девочки уже начали сгребать. Вот участочек. Вот такой вот участок у нас скошен. Не до конца. Не до конца. Сломались. Сломалась косилка. К сожалению, так бы сегодня бы тоже был уже бы чомор. Ну что скошено, то скошено. Так что у нас сегодня это все переворачиваем. Собираем, делаем волки. Делаем копешки. Дожидаемся трактор. Ну все как обычно. Все то же самое, что было вчера. Ну и по пути заберем еще несколько копешек с того луга, где вчера делали копешки. Поехали! Ну вот и закончили мы, можно так сказать, первое задание. Участок небольшой, справились довольно-таки быстро. Все соединили, все расшевелили. Где вот, потому что местами трава еще, которая в канаве была, вот она еще живая. Ну сейчас мы все подняли, оторвали от земли. Небольшой ветерок присутствует, солнышко, и оно сейчас через пару часиков уже подсохнет. Пока попьем чайковского, разожгем костер, оно этим временем подсохнет. Ну а потом это соединить волки и сделать копешки, это уже дело техники, как бы недолго. Хочу показать вам красоту наших лугов. И вот еще шалаш, весенний шалаш, укрытие. Было вот это укрытие для охотника. Место он выбрал довольно-таки хорошее, потому что вот здесь низина и там вот низина. Утка может сесть как и туда, так и сюда, так и она может налететь прямо здесь. Место вообще идеальное. Вот он сделал шалаш, и самое интересное, вон, видать, в сырую землю воткнул ветки, и уже ветки пустили корни. Вот. То есть если мы сейчас это все не выдернуть, то на следующий здесь год будет уже кустарник. Вот они прижились, получается, ветки были воткнуты в землю, сырые ветки весной. Все это дело затопило, потому что вон мы видим нормальный такой шалаш, прикольный. Вот. Дело сделали. Пошли делать костер и попьем чайковского. Сегодня у нас бригада маленькая, но удаленькая.
Какой же сенокос без горячего вкусного чая со свежим смородиновым листом. Здесь, правда, смородина у нас красная. Ее уже крупно все собрали, но черные листы я сейчас найду обязательно. Со свежих листьев сделаем вкусный чайный смородиновый напиток. И все будет вкусно и полезно. Что, Ромашка, устал? А звук-то какой, как у барабана. Что у нас сегодня на обед? Про рыбу ничего не сказал. Смотри, какая рыбка плещется. Какая рыбка плещется? Да, мелкая, но... Мальки, наверное, нет? Кстати, там, наверное, щука, да, плесканулась, когда это, возле берега? Так, сейчас гоняет мальков. Надо блеснуть. Снимай озеро. Сейчас покажем. Там они и тину кусают. Озеро это. Вот это рядом с лугом протекает, не протекает, а стоит вот такое вот озеро. Оно заливное. Блин, шиповник тут у нас. Его. Вот и черная смородина, далеко искать не надо. Кусты красные, кусты черной смородины. И вот. Не понял, или утка, или лягушка там крякает. Сейчас попробую приблизить и посмотрим, что за рыбка здесь плавает. Мелочевка плавает. Так. Где у нас? Вот здесь ее много. Вот это карасик. По-любому, наверное, карасик. У меня есть удочка, у меня есть черви. В принципе, можно даже попробовать порыбачить. Или карасик, или плотвой, я не пойму. Ну вот они под корочкой тина. Вот их сколько здесь всякой плавает. Всякой живности. Рыба здесь есть. Наверное, здесь есть и щука, я так думаю. Чисто ради прикола можно блесну покидать, но тут тяжело. Потому что вон сверху везде кусты. Кусты у нас это черемуха. Черемуха у нас уже чернее, так что можно скоро будет и черемуху собрать. Так, ладно, пока кипит чайник, я, наверное, все-таки попробую закинуть удочку. А вдруг? Посмотрим. Так, вот у нас, да, кусты черной смородины. Прямо вот так вот с верхушечки. Молодые побеги. Сейчас сорвем. Молодые побеги с веточками вот эти, которые этого года. От этого смородине хуже не будет. Она будет расти не вверх, а в сторону. Я слышал, даже культурную смородину вот так вот обрывают верхушки, чтобы она сильно не разрасталась. Вон. И кустик, чтобы рос вширь, а не вверх. Вот такая вот сегодня у нас будет вкусняшка. Аромат просто неповторимый. Сегодня у нас будет вкуснейший чай. Просить пить. Ну что, девчата, по маленькой, бум немного пьяненькой. Вау. Вот она вкусняшка, вот она вкусняшка. Много нет, да. Нормально, аромат, витамины. Кипятить мы это не будем, это мы просто сейчас, пусть просто настаивается. 5 минут и все будет Это, бедем. чики-пуки. Да, бедем на скол. Бедем, так лукай. Альфа. Ольха. Вот чего надо опилки делать. Можно коптить. Коптить можно, да. Коптильню надо было сюда нам еще сегодня принести. О, смотрите. О, Смотрите. мой беседик. Воткнулся. Просто кинул. Вот. Воткнулся. Вот это я, Робин Гуд. Что, заварку не будем туда кидать? Пусть чисто на это, да? Нет, будем, конечно. Будем? Будем, конечно. Смотрите, на глазах вянет. Так, а я сейчас попробую поймать рыбу там. Давай покушаем. А потом Да, будем. пока чай заваривается. Долго. Гляна, дай заварку. На обед у нас колбаска, макароны. О, молочко на лугах вдвойне вкуснее, потому что это мелкий вей. Мелкий вязом.
Мелкий рядом не стоял. Покупное молоко рядом не стояло. Деревенским. Ну, наш луговой обед. Помидорка, колбаска, яичко. И макароны. Съел. Не на фото. А куда я суну? В холодильник? Не взяла с собой. Сегодня у нас быстрый обед случился, да? Не то, что вчера. Вчера работы был большой. Почему мне мешает? Вчера гектар-то скошен был, нет? Близко. А здесь где-то 0,2, да? Нет, 0,4. Не, участок 0,4, а скошено-то Скушено. половина где-то. 15, 17. 0,15. Так, что у нас с Чайковским? Заварился. Аромат... Аромат идет, да, но все-таки 4 пакетика чая какой? Акбар. Черный чай Акбар. Видать, листьями это забило там. Вход. Чуешь ты шишече? О, сработало. Быстрее пошел. Наливаем чай Акбар с черною смородиной. Нам с тобой так хорошо, довольны своей родиной. Хоть и ты уродина. Сам ты урод. Вон Валя на кисть. Валерина кисть. Кисть. Ой, 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 какой горячий чай сегодня у нас получился. Не сравнить. Чай сегодня у нас будет с шоколадной конфеткой. Темная ночь. Только пули свистят по степи. Я жива для Видишь, Чайковского. как хорошо от такого чая. Даже без вина пьянеешь. Становится От чая густого и кровь густеет, и хрен толстеет. А что, так говорят, пословица русская есть. Сахар вы знаете. Я не вырежу. Что написано пером, не врубишь топором. О, по самую голову. Мелких ложек нету, да? Тоже есть. На, салфетки. А у вас много-то сахара-то не надо, вкус пометает и изменит. А, с конфетой пей. Конфета... Ты что, Рома, чай не пьешь? Что я чай в такую жаркую погоду? Зато пить не хочется после чая, потерять не надо, все. Что, купаться поедем, нет? По времени все посмотрим. Я не поеду. Я вон лучше возьму удочку, попробую рыбу А, здесь поймать. там окунь-то есть еще. Здесь? Нет. А, там, да. А ну вроде. Крупный меня окунь попался, горбатый красиво позапрошлом году. Пришел к нему спросить, куда не скочит. А он говорит, 3 дня тебе не могу сидеть, потому что я говорю, что-то хочу тебе. Рома, пей чай. Вкуснее чая ты еще не Только пробовал. отказался. 100%. 2 шага сделал и сандалиями задел чайник, и чайник на него на ногу залез. И тебе дома полез. Сандалия. День накрывается. Пей, очень вкусный чай. Ароматный такой вообще. Понюхай. Горячий только. Я, конечно, был больше. Скажи, пожалуйста, мы в прошлом году 4 тележки привозили, да? Да, 2 большие, 2 маленькие. 2 Денис и 2 Горбат. Так, вон, короче, собираемся ехать купаться. Но я вот буквально 2-3 заброса сделаю, посмотрю. Тут, правда, кусты неудобно. Смородину мы отсюда взяли. Если еще рыбу отсюда возьмем, будет вообще шикарно. Ну, здесь, повторюсь, берег не для рыбалки. Но мы попробуем. Так, ну что, пробуем? Вот так вот. О, кто-то уже клюет. Это, походу, малечки. Или голянчики, или что, я не понимаю. Ну да, вижу, что это. Вот их сколько собралось тут.
Так, сейчас они походу меня оставят. Ладно. Иду! Все, иду уже! Ладно, пойду, а то меня они точно оставят. Что, удочку собирать или так? В окно высунешь, если сходи где-нибудь удобнее с удочкой ехать. Да, нормально. Чаек тогда звал. А удочку сейчас соберу, да и все. Блин, что так не сенокосить-то, да? Катайся, Чайковского попивай, рыбалка, сгребалка, ягодосборник. Че, кто там? По телефону разговариваю. А? Привет передавай. Ага. Он Гена привет передает. Кричит, я сумасшедший. От всех передавай. Ага, от всех Валя их. Рома, ну, дальше. Это малинка? Молодая мама, молодая. Зимой здесь косачи сидят частенько на этих елках. Ой, да? Скорее бы зима. Да, Ром? Зим... А? А что зимой? Ну, палки поставлю на налима. Алин. Летом жарко. Ага. Так, тихо, тихо, тихо. Так, вот так, вот так. Лень было удочку собирать. Ладно, скоро уж приедем. А? Я говорю, осталось-то метр доехать. На песок только не едь, ты потом не выбуришься отсюда. Зароешься. Стой, 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 пешком пройдем, Ром. Мы подъехали почти к берегу. Квадрик поехал поверху. Рома бы, конечно, дай волю Роману, он бы и на машине сюда поехал. Но здесь очень глубокий песок. А какой же он горячий. Чем мне морское побережье? Да на море нет такого чистого пляжа. Да, Ром? Он весь гадюшный, блин. А тут... А что ты не разделся там, Ром? Офигеть, какой он горячий. Камни вообще кипяток. Вот это наше северное лето. Кто куда, а я на рыбалку. Мы даже на сенокосе рыбу найдем. А что, прошлый год я здесь плавлялся, поймал окушка, наверное, 3-4. Правда, вода была большая. Прошлый год. Утки? Ну, на то они утки, чтобы летать. Вот такая здесь протока. Вот это остров. Получается, это материк, а там вот остров. За островом река Печора. А здесь вот такая вот чистая глубокая протока. И здесь по-любому есть рыба, я так думаю. Сейчас вот мы это и проверим. Текс, текс. Блин, спиннинг не взяли. Рома, спиннинг забыли взять. Да, ну я сейчас залезу в воду. О, у меня уже червяк высох, пока ехал. А вода-то не так-то уже теплая. Вроде на улице
Жара. Ну как жара? Градусов 25, наверное. Для нас это уже жарко. Блин, надо было шорты снять. Так, глубину поменьше надо сделать. Здесь что-то мелко. Глубина хорошая. Смотри, только не есть. Да, надо, пожалуй. Надо, пожалуй, туда. Трава, попробуй там глубоко. Сейчас я на берег зайду туда, чтобы мне это... Ведро не поставишь там нигде. Туда оставь ведро здесь. Так, вот здесь попробуем. Хорош рыбу пугать, блин. Наоборот, тебе она поплывет. Блин, спиннинг забыл взять. Пойдем повыше. Так вот. Вот здесь мы будем рыбачить. Вот так вот. Блин, спиннинг нужен. Или удочку подлиннее. Народ купается, пугает рыбу. Сейчас вы расшугаете нас, всю рыбу. Блин, Ромка не взял спиннинг. Так, отошел немного подальше от купающихся. Потому что там они всю рыбу мне расшугали. Вышел вот на такой бережок. С той стороны, не здесь, а с той стороны. Я точно ловил окуней раньше. Не помню, даже попался такой окунь без верхней челюсти. Блин, вот тут бы как раз, конечно, спиннинг. Я бы до той стороны докинул. Спиннинг в машине. Спиннинг не взяли. Ладно, попробуем так. Водичка так себе. О, глубина здесь есть. Что, пробуем. Вот там вот вдоль того берега глубокое место. И как бы нормально там. Пожалуй, тоже зайдем. Ух ты, прохладненько. Что-то плесканулось. Или рыба, или утки. Уже кричат, поехали. Вот и порыбачили. Иду! Место хорошее, рыба здесь есть. Только по тому берегу надо переплыть на тот берег, и там коряжник, упавшие деревья. И в детстве мы здесь ловили окуньков. Там дальше чуть был стан, у второй бригады стояли палатки, мы там жили неделями, пока в совхозе не закончится сенокос. И сюда приходили рыбачить. С той стороны окунь, плотва, подвязки. С этой стороны на мелкоте
вечером клевал ёрш. А ниже, где Кедровка вытекает, там ловили хариусы. Рыбы было много, рыбы ловили всякой. Ну, здесь сейчас, во-первых, у меня удочка короткая. Во-вторых, нет времени. Он уже завод искупались. Был бы спиннинг, возможно, что-нибудь с того берега я бы и зацепил. Ну ладно. Значит, другой раз. Не получилось сегодня коту поймать. Но ничего страшного. На обратном пути у меня есть рыбное местечко. Попробуем там. А пока побежали. Побежали на луг. Ну вот, немножко отдохнули. И осталось последний штрих. Соединяем подсохшие волки в один. Вот так вот в один волок собираем. Чтобы потом раз и в одну кучу. В одну копешку. Потом трактор приедет. Быстренько загрузим. Быстренько поедем на тот луг. Быстренько загрузим остальные копешки, что влезет в тележку. Быстренько разгрузим. Быстренько закидаем в сток. Ну и все. И опять день закончится. Ну вот и позади еще один фронт работ. Собрали все сено в копешки. Успели до приезда трактора. Значит, можно передохнуть. Значит, можно попить чайковского. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Вчера было около 45. Значит, на этом участке примерно в 5 раз меньше сена, да, получилось? Ну, если вчера 45 было, а здесь 9. 9 у нас не кошно еще. Нет, я вообще говорю, что собрали. Чисто по готовому сену уже в 5 раз меньше сегодня сделали. А? Грубо 10-я часть. Ну, говорю, вчера 45, грубо говоря, сегодня 9. В 5 раз меньше копешек. Так что сегодня мы, хоть и наша бригада поменьше, все делаем быстрее. Вчера мы так не отдыхали. Вчера мы так не купались, вчера мы так не расслаблялись. Вчера как начали утром, закончили поздно вечером. Сегодня пока так. Ну что, пойдем по Чайковскому? Кто за? Кто пить будет чай? Все за. Пошли.
Весело, красиво, да? Еще одной тележки чумор. Нет, еще не чумор. Мы сначала еще отвезем, выгрузим, настакуем, потом вот тогда уже будет чумор. Еще одну, это вторая тележка, еще одну такую тележку. Ну, тут, конечно, полной тележки уже не будет. И, в принципе, на одну корову уже хватит. Ну вот, еще одна телега поехала.
Дай бог, чтобы она нормально все доехала. Ну а мы тоже потихоньку поедем. Ну и по пути, конечно же, мы остановимся на нашей рыбной луже. Белый ждет. Белому нужна рыбка. Если повезет, то белый сегодня без ужина не останется. Без свежатины. Все кусты обчесывают нашу тележку. Так, ну что, нашу тележку мы догнали. Наш сено даже вот здесь вот не убрали, смотри, и то остается. Ну что, поехали на наше рыбное место, пока тележка едет. О, Витя тоже здесь. Удар был один, я не знаю кто, но что-то было. Рома, не будем длинную удочку доставать? Нет, конечно, времени. Ты долго, что ли? У нас 10 минут как минимум есть. А, есть. Блин, ушел. Есть. Тащи ведро сюда, быстрее, с удочкой. Первый окунь есть, белый сегодня уже без ужина не останется. Вон какой окунь хороший. Давай. Ну ладно, на белом. А где червь? А, вон. Я же сказал, белому сегодня ужин поймаю, блин. 2 раза тюкало. И сейчас вот он получается это. Запутаешься, на берег надо было поднять. Мы этот трактор еще 8 раз загоним. Я не шел. Ничего не видать. Денис только еще на спорный луг вышел, блин. Где ты его видишь? Вышел. О! Пошла мазута. Опа. Блин, зацеп. Думал, это. Опа. Они остановились. Ну, вон. Песчи-то не валяй. Иди помой обоих. Я вот еще того промазал прошлое. Ты видел? Гнался прямо за тобой. Вон еще один. Блин, а я удочку. Вон, 3 штуки их за тобой гонится. А я удочку собрал. А? Вот они прямо подходят сюда. Блин, а я удочку собрал, ну разные, разбирать уже не буду. А? Раз, два, 3, 4, 5 окуней. Вот если бы я сейчас удочку не собрал, по-любому поймал бы. Стайка хорошая. А мы куда-то на рыбалку едем, да? Ладно, все, погнали. Собирай. А тут трактор действительно не догоним. Сколько мы? 5 минут, да? Зато тут за раз точно не съесть. Это
Даже больше, чем вчерашний яйца. Вон такие вот 5 окуней. Вон, нормально окуня вон. Чё? Если на сковородку, то целая сковородка получится. Да? Ай. Получится ведь? Получится. Еще 2 штуки сошло. Так, вот у нас вчерашний сток. 2 пролета. Вот такая тележечка. Вот сегодня 3 пролета. Чуть меньше. Выгрузили только тележку. Ну и что, все? Я тоже думал, что все. Но это еще не все. Оказывается, мы еще время 6 часов. Солнышко садится. Решили не рисковать и сделать еще один рейс. Едем опять. Пандо! Едем опять по новой на луга. Собираем копешки, загружаем в тележку. Приедем, уже будет, скорее всего, темно. По темноте выгружать не будем. Оставляем тележку. Ну, а стоговать будем уже завтра утром. Все правильно, так и сделаем. Так что сейчас зайдем, попьем водички. И вперед из песней. Еще один рейс. Ну все. Трактор поехал за вторым рейсом. Сейчас собираемся. Тоже идем. Вот такие вот телятки. Вы думаете, если держать 2 коровы, это 2 коровы и все? Нет. Это далеко не так. 2 коровы. Это 2 коровы. Плюс к ним еще 2 годовалые телки или 2 бычка. И белый напугал. И 2 теленка этого года. Получается 6 штук. Если держать 2 коровы, это значит 6 штук крупного рогатого скота. Да, белый. Да, хорошие телятки. Белый. Сегодня тебя без рыбки оставили, да? Рыбку, что мы поймали 5 штук, сегодня белому не досталось. Сегодня рыбку отправили бабушке. Да, белый? Ну ничего, я тебе еще поймаю. Я тебе еще поймаю. О. Телятки кушают. Мартик. Мартик. Лунтик, фунтик. Вот это февральский фунтик, это мартовский Марсик. Марсик. Марсик, да. Марсик. Белый, тебя тоже Марсиком зовут? Так что тезка твой. Вот. Торопись. Торопись, малыш. Так что деревенская жизнь — это не только заготовка сена, это ежедневное кормление телят, ежедневное кормление коров, дойка коров. Средние где? Средние гуляют сами по себе, да? Или тоже подкармливаете? Кормим, да. Так что 2 коровы — это не 2 коровы, это 6. Сейчас вам покажу средненькую. Она здесь вот мы, когда стоговали, отдыхала на сене. Сейчас пойдемте покажу. Выбрала такое место. На землю не легла. Прошлогоднее сено. Когда ставили сток, собрали прошлогоднее сено. Выкинули через забор. И вот. Видать, там удобнее обтираться от мошкары. Вот она, телочка прошлогодняя. И ест еще, да? Не отходя от кассы. Да? Да, скажи, да. Тебя кушает, тебя мошкара кушает. Мошкара тебя кушает. Вот такая вот прошлогодняя телочка. Почти уже корова. По-любому уже стельная. Так что если ее держать, то будет еще один теленочек, еще одна корова. Ну не знаю, что они будут. Навряд ли они будут столько скотин держать. Скорее всего,
кого-то пустят на мясо. Хотя жалко, ну что делать. Здесь не ферма. Только держать это очень и очень, конечно, тяжело. Так, ну что, поехали догонять Дениса. Сделаем еще рейс. Ну, завтра застагуем и немного отдохнем. Поехали. Снимать, наверное, будет некому, так что по-быстрому загружаем, привозим, выгружаем и все на сегодня. Так что у нас сегодня белый без рыбы не останется, если 5 окуней мы отдали на жареху бабушке. Щучка, ну щучку я не знаю, я сам ее просоль не могу съесть, я уже... Подбитый ему рот. Палку возьми, зельник какой-нибудь. Чуть бы не костер не упал. Вдоль берега тяни, вдоль берега. Старайся. Вот, пятку. Довольны? Ну вот теперь, можно сказать, почти все на сегодня. Загружена сегодня вторая тележка сена полная. Луг наш, как мы видим, чистый. Если вчера утром, как мы только приехали, мы видели перед собой огромную площадь сена, не сгребанного, не закопненного. Ну а у нас вот первый день сегодня, первый день работы, вот такой вот участочек. И начинаем шевелить. Позавчера вечером это все было скошено трактором. Сегодня наша задача все расшевелить, потом сгрести в валки, ну а потом уж в копешки, а потом копешки в огромные копешки. В общем, работы хватает. Поехали работать. То есть сейчас мы видим чистый луг перед собой и только небольшие кучки заячьей капусты. Солнце скрывается за горизонтом, и с легкостью на душе, с огромной, конечно, усталостью, но в то же время это и легкость, то, что труд не пропал даром. Сено загрузили. Сейчас это сено трактор довезет, оставит возле стога. Сегодня уже навряд ли мы что-то будем делать, потому что устали. А завтра с утреца, сегодня поужинаем, отдохнем, завтра с утреца это все застагуем. 3 тележки сена, можно сказать, на корову сена уже заготовили. Но братан еще хочет косить. Запас, как говорится, карман не тянет. Если погодка позволит, то еще и скосим, еще заготовим. Так что на сегодня у нас все. За 2 дня 3 тележки сена. Роман устал? Немножко устал. Ну а сейчас, пока едет трактор, подъедем к нашему рыбному месту. Там у нас одна щучка уже валяется. И попробуем пару раз закинуть спиннинг. Все-таки кот белый нам этого не простит, если мы ему не поймаем рыбы. Придется щукой делиться. Рома сказал, щуку не отдадим. Щуку, говорит, я съем просольный. Просто чистит, солью макает и проглатывает. Роман любитель щуки и хариуса. Фу, все, заедают. Поехали, 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 поехали. Так, трактор впереди. Ну, а мы пришли на свое место. Минут 15 у нас есть, так что попробуем кого-то поймать, если получится. Опа, вот 2 окуня здесь, рядом с берегом. Сейчас я их попробую это привлечь. Да-да-да, вот туда. Во, подошел. Нюхает, нюхает. Шевельни чуть-чуть. Подошел и отошел. Шевельни-ка. Что-то их смущает. О,
Повернулся. Вон рот там открывает белый. Три окуня. Вот должен видеть. Вижу. Вон к тебе подошли. Сейчас клевать будет. Жует. Пошел. Раз, одного поймали. Рома, кидай тоже сюда. Тут еще двоих. О, подходит. Видишь, окунь? Так, тебе пошел, Витя. Свеженький, может, шевельни. О, сейчас. О, погнался. Раз. Есть. Рома, поменяй червя, добавишь, чтоб шевелился. Что, третий еще там? Ну, сейчас подходил еще один, свеженький, два. Поехали, босс, время уже, видать, позднее. Раз, два. Нету? А нет, есть. Да, пусть ест. Все, как раз коту. Ёрш. Главная рыба. Все. Вон еще тут один ёрш подходил. Плавает ближе сюда. Ёж или окунь? Ёрш, походу. Вот он за блесной пошел. Вот он. Что ты? Вот, ерша на блесну поймал. Поехали. Я его забагрил, получается. Он накинулся, я забагрил его. 3 окуня, 2 ерша. Все, сматываемся. Хватит. Умудряемся еще и порыбачить. А чё? Щучку поймали сегодня. 3 окуня поймали хороших. А, какой 3? 5 хороших. На жареху Рома бабушке Валя отнесла матери. Сейчас щучку поймали, 3 окуня, 2 ерша. Пора и честь знать. Пошли. Ну давай это. Я нам... Все. Сейчас, подожди. Пару слов скажу. Все, порыбачили. Рвем за стол. Теперь точно наш сегодняшний день закончился. Успели все. И поработать, и порыбачить. Осталось только посидеть за столом. До встречи за столом. Ну как мы и договаривались, встретились мы за столом. Мы славно поработали, и теперь мы славно отдохнем. Сено у нас, то, что было скошено благополучно, все добралось до дому. Правда, прокололо колесо на тележке. Ну, надеюсь, где-нибудь как-нибудь найдем и это отремонтируем. Что я хочу сказать. Сегодня последнее воскресенье июля, и кроме всего того, что у нас ну как бы небольшой чамор вот закончился работа, сегодня день военно-морского флота. Так что от души поздравляю всех мариванов с праздником. И этот бокал хочу поднять именно за тех, кто в море. Вот так. Кто был на море, кто служил в военно-морском флоте. Короче, за вас. Ну, мы будем кушать, мы будем отдыхать. Мы славно поработали и славно отдохнем. С праздником вас, Маривана. А у нас небольшой чумор. О, вот это бокал. Ну и встретимся, наверное, уже в следующий раз на рыбалке, потому что пока берем паузу, сенокосе, да? Правильно понял? Небольшая пауза, пока не скошено. Если скосим, то еще будет сенокос. А нет, так. Иван Григорьевич мне сегодня уже звонил. Так что, скорее всего, это будет рыбалка с Иваном Григорьевичем. До встречи на реке, до встречи на рыбалке. Всем пока.